А пока я отдыхаю в деревне у бабушки, Альберт со своим младшим братишкой полетел. Скоро узнаете куда и скоро узнаете зачем. Следите за этими сторисами. Sandığaçlar iyeleşken su içergen illeşten Kaygılarım biter de seni görüp sileşten Talla 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 iki billerim Niga talla niga yana ikken mindim yüreğim. Всем привет, друзья! У нас стал день X. Мы с Альфиром вылетаем в Владивосток. У нас рейс Уфа, Иркутск, Владивосток. До Иркутска мы летим 4 часа там. 20 минут, что ли? 2,5 часа пересадка. И дальше летим еще 4,5 часа. Билеты нам обошлось туда на двоих 42 тысячи. Но с учетом места, я еще место купил. Где 45 тысяч получилось. 45 там с копейками. То есть туда место я купил до Иркутска. С Иркутска я вообще взял, где выход этот, аварийный выход, чтобы ноги вытянуть. Все, ждем такси и летим. Удачной дороги нам. Как говорится, ни пуха, ни пера, к черту. Все, друзья, мы в аэропорту, зашли в бизнес-зал. У меня проходы есть. Покушали. Нам еще до самолета 2,5 часа. Потом перед самолетом еще раз покушаем. Что лететь же долго, 4,5 часа почти до Иркутска. Полетим дальше. Вот такой бизнес-зал. Вот тут я сижу. Никого нету. Есть там пару человек. До нас самолет был, до Нового Уренгоя. Мужики сидели. Все махом вылетели все сразу же, как объявили посадку. Все, двигаемся, друзья, дальше. Друзья, сейчас я вам покажу, чем кормят в бизнес-зале в Уфе. Это у нас торт с ягодами, пирожные школьные, которые Милюша любит. Вот такие печеньки, зефирчики, котлеты из говядины, картошка, рис, курица, зелень всякие. Так, борщ, куриный бульон, салаты, это из морской капусты, такой, сыр, колбаса. Вот, такие пирожки, вот, вода любая, соки и вот кофейные станции. Вот так, друзья. Там тарелки, все. То есть спокойно можно покушать. Все, друзья, мы сели в иркутский самолет. Виста, где аварийный выход. Смотрите, какие у меня ноги оттягиваются. У меня рост 184 сантиметра. Лететь нам еще 4 часа. Мы смотрели телевизор здесь, пока сидели в аэропорту. Везде снег. Вот надо теперь думать, машину, наверное, сразу переобуть в зимнюю резину, хотя бы до Омска. Посмотрим, как резину найду хорошую, нормальную. Но если уже хорошую шипованную, я сразу куплю. Все равно покупать осенью, какая разница. Сразу с шипами буду зато. Ну, аэропорт капец, конечно, здесь. Вообще капец. Друзья, я все в Владивостоке. Вот меня Антон встретил. Это у нас звезда Геравта. Это я вам показываю вот сейчас Японское море. Там дальше японцы живут. Мы все приехали за машиной. Погода здесь в Владивостоке отличная. Скоро будем забирать, я вам все покажу. Сниму, залетели мы нормально. Вот у нас Антон, он живет и в Уфе, и в Владивостоке, и туда-сюда. И вот, кстати, он сегодня забирает даже Феррари. Прикиньте, люди даже покупают за 1 50 000 Феррари. Капец просто. У кого-то деньги есть, да. Антон, расскажи, как ты попал к нам в Уфу? История на самом деле интересная. Мы очень удачно привезли автомобиль. На тот момент это был Hyundai Veloster, он до сих пор ездит в Октябрьском. Связались с ребятами блогеров, вышли на Марата Гильманова, которого вы все прекрасно тоже знаете. Пообщались и решили, что нужно открывать офис. Нужно переезжать и привозить к вам в Башкирию. У нас офис в Октябрьском, открылся офис в Уфе. В Башкирию я сам частенько летаю, партнер мой тоже частенько летает. Ребята всегда мы на связи. Доставлять любые машины. Вот, Япония, Корея, Китай. Какую хотите. На ваш бюджет любую машину найдут и привезут. Любую, абсолютно любую. От 800 тысяч до 100 миллионов и выше. Обращайтесь, все подберем, все найдем, осмотрим, все сделаем. Ну, у кого-то за 100 миллионов, только через меня, ладно? Заказывайте. По национальности кто, кореец или все-таки русский? Хороший вопрос. Я этнически чистый кореец. То есть у меня мама, у меня папа, они чистокровные корейцы. По паспорту, конечно, я русский. У меня паспорт российский. Родился я в России, как и мои родители, как и дедушки, бабушки.
мы уже давно осели здесь. Я считаюсь именно северокорейским, именно с Северной Кореи, не с Южной Кореи. Тут большинство в Приморье корейцев, они все именно с Северной Кореи, потому что когда-то прабабушки, прадедушки, они именно покинули Северную Корею и переехали, кто на Сахалин, кто куда. Вот ты должен, Антон, корейские машины, значит, любить. Но мы сейчас едем на корейском автопроме. Да. Мы приехали, и вот она стоит. Наша красавица. Вот нам, друзья, все это привез Герафта. Добрый день. Здравствуйте. Синдор меня зовут. Альберт? Альберт. Очень Синдор? Да, Синдор. Кто вы по национальности? Я чистокровный узбек. Узбек? Да. Уважаемый узбек, значит. Спасибо. Это, Альберт, вы же хозяин машины? Да. Да. Ух ты. Ваш карнивал. Спасибо. Все как было с Кореей. Да. Ключики запакованы, ничего не открывалось. Я, друзья, сейчас вам покажу. Ух ты, такая, блин, красивая. Друзья. Офигеть. Офигеть. Обалдеть. Обалдеть, друзья. Я просто офигел. Вот мы открыли багажник и слышим звук болтика, но на самом деле это родной болтик машины. Здесь у нас в Корее, в принципе, просто так номера нельзя снять, как мы берем и снимаем. Там это все на пломбах установлено. И снятие номеров своевольно считается нарушением закона. Ну и вот этот вот болтик, он находится внутри там. Поэтому звук такой. Надо убрать во время детейлинга. Его не будет. Вот так, друзья, смотрите. Даже есть массаж, смотрите. Массаж, конечно, здесь Да. Все в пленочках, обратите внимание, абсолютно. Это все заводское, оно все как есть. Так, вот, друзья, я сам приехал в Владивосток. Вот Геравто. Почему называется Геравто? Герафта, он состоит из 3 английских слов. Буквы гир мы взяли первые буквы из этих 3 слов. Это growth, рост, inspiration, вдохновение и reliability, это надежность. Вот. Какое название прямо, да? Много вопросов было, когда вот Купер купили. Допустим, до миллиона, вот говорим от 800 тысяч, допустим, какую машину можно заказать? Миллион, до 1,5, до 2. Больше всего нужно понимать, что нам нужно, да. Если мы хотим автомобиль до 1 миллиона рублей, то нужно учитывать, что это будет небольшой автомобиль. Потому что БУ автомобилями со вторичного рынка мы не занимаемся. Мы занимаемся только привозом. Только из ведущих стран. Это Япония, Корея, Китай, Арабские Эмираты. Рынок Китая и рынок Японии только нам дает возможность привозить такие машины до 1 миллиона. Их очень много, их наверное, сотнями штук. Но для обычного человека из Запада правый руль, как Япония, например, который дает возможность завозить до 1 миллиона рублей, правый руль немножко страшен. Многие же не соглашаются на правый руль. Да-да. Но хотя вот этот вот правый руль, он отслужит дольше, чем любой левый руль. Вот, настолько надежно. Китай взять, допустим. Мы напрямую из Китая привозим до Владивостока. И самый большой расход это у нас дорога. Вот 200 тысяч, 150 тысяч, да, если это маленькая машина, 160 тысяч рублей. Имея 1 миллион рублей, потратив 160 тысяч рублей только на дорогу, у нас остается 840 тысяч рублей. За эти 840 тысяч рублей мы должны заплатить государственную пошлину. Наша компания должна заработать минимум 50-70 тысяч нашей комиссии, которая установлена в договоре в нашем. И у нас остается порядка, где-то 1400, чтобы купить машину. Потому что государственная пошлина, она для всех открыта, доступна. Ее можно посмотреть на сайте Федеральной таможенной службы на любой объем автомобиля. За 400 тысяч рублей нам нужно привезти автомобиль из другой страны через моря и океаны успешно до Владивостока. Нужно понимать, что когда говоришь об автомобиле до 1 миллиона рублей, это слишком, не знаю, это другой мир. Вот. Взять, допустим, сходить на рынок, купить машину можно, но у нас это немножко по-другому. Из Китая можно привезти до 1 миллиона рублей, но до 1 миллиона рублей до Владивостока мы можем привезти. Да. А вот это вот еще дорога, это тоже плюс расходы. Сейчас, Альберт, очень многие люди уже спокойно садятся на правый руль, и они все очень довольны.
За последние вот эти вот 2 месяца в Октябрьске, в Уфу, в Москву и в центральной части ушли около 40-30 штук минимум праворульных машин. У нас везде это все видно, в соцсетях мы ведем. Люди очень довольны, и они постоянно заказывают правый руль. Потому что рынок дает возможность за любую сумму купить автомобиль. Еще вот у меня тоже был вопрос, это 2 дня назад. До 2,5 миллионов кроссовер, может небольшой, какую машину, модель именно какую можно, до 2,5. Это хороший бюджет на самом деле. Если взять, допустим, ту же самую Корею, это начинается от Рено, заканчивая всякими Туксонами. В Башкирии все очень прекрасно знают, это Renault Arcana, Chevrolet Trailblazer очень сейчас часто покупают, мы очень часто сейчас отгружаем и полноприводные, и переднеприводные варианты. А в Китае это уже достаточно большая часть автомобилей, поскольку бюджет 2,5 миллиона, он наиболее активный, да, вот именно пользуется спросом. Частенько мы привозим, спрашивают и Mazda CX-5, и что-то из Volkswagen, это Тигуана подобное, но что-то чуть-чуть меньше, или около того. Тайрон. Тайрон. Постоянно Тайрон, да. В Уфе уже появляется Тайрон, я что Очень много. 3-4. Говоря 2,5 миллиона, мы говорим о том, что эти автомобили доступны и до 2 миллионов. Тот же самый Trailblazer можно до 2 миллионов купить. Рено, тем более, можно до 2 миллионов. Это какой год будет? 21 минимум. 20-21 минимум. Антон говорил, Mazda CX-5. Угу. Вот новый, за сколько примерно обойдется, допустим, самый дешевый и самой хорошей комплектации, допустим? В районе, я думаю, 2,5-2,6 миллионов. Это минимальная Это комплектация, минимальная, да. нулевая, да, Это комплектация. будет Но это до Владивостока, опять же. Да. До Владивостока. Цена у нас, получается, за первую, за вторую комплектацию сильно далеко друг от друга не уйдут. Там разница 50-60-70 тысяч рублей. По функционалу в машине появляется всего лишь одна, типа 2 кнопочки, все. Ничего больше не появляется. Что там, ткань будет, не будет кожи. А вот уже комплектация 3-4, там уже в сторону 5, ценовая политика от 100 меняется. Если взять, допустим, предмаксималку, это уже около 2 миллионов 800, 2 миллионов 900 тысяч рублей. А цвет не зависит? Цена? Цвет тоже зависит. Потому что у них же вот этот красный цвет, это двигатель. Самый стандартный. Да. От цвета дисков даже зависит. Да. Рынок Китая, он очень такой разнообразный, да. Ну, опять же, говоря о Китае, все равно же, наверное, под контролем японцев уже эта машина собирается, Mazda же все-таки. Да, это все собирается Раньше, под контролем. да. Там двойной контроль даже. Раньше же вот у нас в Калуге было, в Санкт-Петербурге были, собирал. И все говорят, что это хорошая иномарка. Тут больше всего неопределенность пошла из-за таких, как мы. Вот, ну, напрямую говоря, те, кто не до конца изучил свое дело и начал обзоры снимать. Взять, допустим, кузов, да, металл. Он, говорят, тонкий. Каким может быть металл тоньше того, что есть? Да. Тоньше того, что есть, не может быть. Двигатель, допустим, агрегаты. Агрегаты японские, двигатель тоже японский, например. Но есть двигателя, которые собираются там. Но по японским технологиям все собирается. Завод несет ответственность полностью, да, за производство свое. Там, где японские машины производятся в других странах, учет, контроль вот этого производства, он гораздо больше, чем, например, даже в Японии. Потому что взять даже Японию, Сузуки не собирается в Японии. BMW, который, допустим, в Японии правый руль, собирается в Индии. Очень много машин собирается в разных странах, и там же везде есть контроль. Говорят там, вот Made in China. Само название Made in China это типа уже плохо. Но настоящее Made in China это действительное качество. Вот Made in China. И что? Да. Я никуда без него не хожу. Поэтому настоящий Китай это в любом случае качество. Просто бывает, что китайские хорошие товары производят, допустим, в Тае, в подпольных где-нибудь и пишут Made in China. Допустим, из Японии, из Кореи, из Китая. Сколько по срокам примерно, допустим, до Уфы? Сейчас вопрос будет Уфа-Казань. Последние машины, вот взять, допустим, Корея. Из Кореи до Владивостока, от Владивостока до Башкирии машина доехала за 27 дней. Автовоз у нас с 2 водителями доехал за 6 дней. Не всегда так выпадает, нужно ориентироваться всегда просто на какие-то сроки. До Башкирии средний привоз это у нас в районе месяца до полутора, это 100%. Да, погода же еще зависит. Все. Конечно, погода зависит, есть да. форс-мажоры, но мы всегда учитываем это и обговариваем. А вообще конкретный срок любого автомобиля из любой страны, Япония, Китай, Корея, это до 25 дней максимум до Владивостока. Вот. Основная затрата и основные ожидания уходят от Владивостока до ваших регионов. Ну, да. Если помните, перед Новым годом у нас 3 автовоза 2 месяца с половиной добирались.
потому что очень много поломок было. У нас, получается, в районе, здесь кто-то купил машину, Мгм. загрузили в автовоз, ключи с собой забрал, он прилетал сюда. Вторые ключи забрал, прилетает, и я не знаю, как у него пикнуло, что ли, альфа пикнуло или что. Короче, машину выгружали в Новосибирске. Ну, показалось, что выгружают в Новосибирске. И они туда берут, улетают, там, оказывается, уже всю автобус выгрузили. Ну, их как раз взяли тогда, вот всех их полностью. И вот как раз попался знакомый наш на машине. Конечная точка была ваш регион, да, получается? Да, Уфа была, выгрузили в Новосибирске все. А потом что было? Ну, взяли, потом, вроде, там сейчас дело идет, недавно было. Смотрите, очень много мошенничества в плане автопривоза. Компании, если посмотреть, допустим, у них соцсети очень сильно развиты, все есть, но никто оттуда не приехал, не посмотрел, есть ли они на самом деле. Очень много людей, также того, кого мы не знаем, сейчас как раз-таки под судебным делом. Очень много людей, кто потерял свои деньги и якобы машины, которых нет, не существует. Очень многие машины мы сами отыскали своих клиентов. Я историю расскажу, как у нас Башкирия открылась. Точно так же у нас был клиент, который потерял свою машину здесь. Он заказал машину, и компания пообещала ему привезти и отправить. Долго они привезли машину, но не отправляли, потому что были какие-то свои причины на то. И он обратился ко мне. Мы тогда не знали о существовании Башкирии, Октябрьского. И вот с этого клиента у нас аудитория появилась уже в Башкортостане, потому что его машину я здесь нашел, мы поехали, нашли, отправили. И по итогу вот как-то завязалось с Башкирией. В плане с Новосибирском многие перевозчики набирают здесь куча машин и отправляют до Красноярска или Новосибирска. Почему? Во-первых, это очень дешево. Потому что от Востока до Новосибирска, если доберешься, все остальное это легко. Там по пути можно где-то там денежку чуть-чуть кому-то пустому отдать, тот заберет. И вот такие подобные компании, они зарабатывают на отправках. Все делают упор на то, чтобы они забрали лишь бы машины отсюда, потом в Новосибирске либо в Красноярске они выгружают, а потом, пока удобное что-то не найдется по пути туда, за бесценок, они ждут. И все это время клиент тоже ждет. Ну, у нас, конечно же, все не так. То есть один Антон, и он отвечает за все, там, условно говоря, от начала и до конца. Либо Дилшот, либо я. Мы ведем, допустим, купили мы, и ключи даем мы. Вот, и все. Еще вопросы тоже были про новые корейские машины. Без проблем. Без проблем. Абсолютно без проблем. Любую машину привезти реально. Вопрос, осилит ли человек просто, и Да. все. Тут уже каждый может от своего кармана исходить. Взять даже случай с вами, да, сколько раз мы думали, растаможить, допустим, в других местах. И вот тут вот больше всего нужно думать, нужно это или нет. Ну, на сегодняшний день реально все. И привезти новую машину, и бэушную, и абсолютно любую. Куда бы человек ни тыкнул, мы это сделаем. Вопрос цены. Вопрос цены, Вопрос да, цены. да. Сама-то машина, друзья, вот даже новая, она стоит как бы у нас бэушная в этом, в Башкирии, допустим, даже в Центральной России, да. Но вопрос утильсбора и пошлина таможня, вот это вопрос очень большой. Сегодня вот как раз таки задавали вопрос по карнивалу также. Я хотел экономию показать человеку, сколько бы он сэкономил. А экономия получается только в растаможке. На сегодняшний день растаможка вашей машины, вот допустим, мы сегодня с Антоном, я спрашивал информацию, 952 тысячи рублей это только государственная пошлина. Да. 1 363 210 это утильсбор. Мгм. Соответственно, утильсбор останется прежним. Откуда бы ты машину не растаможил, куда бы машину не отвез. Экономия будет только вот в этих деньгах. Да. Порядка от 100 там, до максимум 250 тысяч. Но вопрос времени, опять же. Вопрос времени, потому что любое движение с машиной – это риск. В нашем случае мы не привыкли рисковать. Просим, чтобы все было вот тут у нас на глазах, чтобы мы могли контролировать каждый процесс. Друзья, всех приветствую. 21 апреля, город Владивосток. Сегодня у нас выдача «Я Карнивал» нашему дорогому клиенту Альберту. Это вторая уже машина в семью за полгода. Автомобиль привезен из Южной Кореи 25 года до 20 тысяч пробега. Альберт, поделитесь эмоциями, что понравилось, что не понравилось. Все понравилось, у меня слов нету, я все, я запустил. Смотри, охота за руль уже ездить. Спасибо большое, Альберт у нас поедет, да, своим ходом до Уфы прямиком. Поэтому пожелаем хорошей дороги и остаемся всегда на связи, друзья. Гирафта. мы едем по Русскому мосту. Проезжали до этого Золотой, может, да? Да.
Золотой сейчас по русскому мосту. И смотрите, какой здесь вид, друзья. Бомба. И вот, смотрите, сейчас вам покажу. Вот это цвет триколоровый. Друзья, вот мы же на карнивале. Антон за рулем показывает нам Владивосток. Сейчас мы поедем к самому знаменитому мосту. Сначала Золотой мост, Золотой мост. Русский мост обязательно. Я просто сижу и балдею рядом. Мне уже охота, чтобы Антон вот привез до нас до Уфы, да и все. Мы так сидели бы и все. Аж страшно самому за рулем ездить на такой машине. Выехали в Владивостока. Весь город в пробке стоит. Весь стоит. Ужасно, просто здесь машин больше, чем в Уфе, наверное. Я уставший, спать охота. На первую заправку заехали. Здесь заправок вообще мало. Стою в очередь на заправку. Он еще закрыт, блин. А у меня бензин на 40 километров всего остался. Тут все ездит, кто как хочет. По обочине ездит. Все равно. Надеюсь, сейчас откроют, и мы поедем дальше. Мы поедем в город Уссурийск. И говорят, в этом Забайкалье снег лежит. И мне придется сейчас купить 2 резины, наверное, липуны. На перед хотя бы одеть, чтобы проехать вот это. По-другому никак. Я боюсь выехать на дорогу, то есть неподготовленная. Это же опасно. В этой машине не предусмотрена запаска. Вообще, что палисадок, что карнивалов нету запаски. Здесь есть компрессор мощный, и есть ремкомплект. Запаску даже, его даже места нет, некуда ставить. Друзья, мы едем, мы обклеивались морду в Уссурийске, и потом поменяли переднюю резину. За 7 тысяч мне продали нормальные корейские липуны, прикиньте. Вообще хорошего качества. Вообще цены там дешевые. И обклейку я завтра вам покажу. Обошлось мне 2000. Нам осталось ехать еще до Хабаровска, где-то порядка 420 километров еще. Самый крупный город у нас будет сейчас Хабаровск. Потом будет у нас Благовещенск. Ну, мы не заедем, там мы рядом проезжаем, говорит. Чита, Улан-Удэ у нас. Потом Иркутск, Байкал, Красноярск, Новосибирск, вот, Курган, Челябинск. Опять ехать и ехать. На данный момент до дома 7439 километров еще ехать. Зато увидим всю Россию, друзья. Останавливаться мы боимся, потому что здесь тигры же ходят, амурские. Едем, терпим. Друзья, смотрите, это Хабаровск. Хабаровск. Видите? Все белые-белые. Это мы потому что проехали, и теперь здесь снег идет. И температура минус 1 градус. Жопу чувствовали, что одели резину. Зато теперь мы не боимся, едем все время вперед. А вот я видел там один парень тоже клеился мордой. Я у него спросил, я говорю, ты не боишься ехать? Нет, снега нет, говорит. А мы едем, друзья, на зимней резине хоть. На липунах. В порядке 700 километров проехали. Я поспал, Альфер рулил. Альфер чуть-чуть поспал, я рулил, и вот так. Друзья, мы голодные, мы не кушали. Проморгали несколько кафешек. А теперь ничего не работает. Мы сегодня один раз, утром там кофе попили, один раз покушали. Столовки такой ужасный. Все в одноразовой посуде. Ужасно невкусное. Вот сейчас голодный, еще хоть какой-нибудь магазин, чтобы круглосуточный. Что-нибудь купить. Может, KFC. Мы по городу сейчас едем. Может, KFC будет круглосуточный. Или там Макдональдс хотя бы. Вредную еду покушаем. Всем доброе утро, друзья. Мы где-то в Биробиджане, это еврейский автономный округ. Остановились помыться, покушать в местном кафешке. Душ стоит на человека так 200 рублей. Вода вонючая, ну из болота, здесь болото. И воды вообще нет. Ну ладно, помылись более-менее. Сейчас будем кушать. Заказали яичницу. Сейчас вам покажу, что мы заказали. Ну, яичницу, салат там, чебурек. Вот такое кафе, друзья. Вон там туалеты. Вот, и еще заправка здесь. Все, друзья, мы кушаем. Вот такое у нас еда, яичница, чебуреки, салат. А теперь то же самое, еще кофе. И вот такой здесь обстановка кафе. Еда обошлась нам 870 рублей на двоих. Здесь есть, даже можно поспать в этом кафешке, там 3 номера есть. Вот разрешили снять, смотрите, какие товары есть. Салфетки есть, нормальная цена. Зубная щетка 50 рублей. Одеколоны. Батарейки. Все. Носки. Вот пачка 200 рублей, смотрите.
Вот и все на дорогу есть. Это вот прикуриватель. Так. Все абсолютно, смотрите. Плоскогубцы. И там, друзья, есть зарядка для любых телефонов. Друзья, поели, поспали. Там в другом месте, в машине спали. Вот наша машина стоит. Вот. Так, откроем машину. Это показываю просто. Вот пока в таком состоянии грязные. Вот, друзья, вчера же обклеивались. Вот так обклеивают машину. То есть, чтоб капот защищался, бампер. Лобовой не стали, потому что искажение. Еще обклеивают, друзья, стойки и боковые зеркала. Но здесь бронь. Машина из завода весь в броне. Поэтому не стали. Они сказали, что испортит бронь, если будем обклеивать. Вот, одели липуны. Вот. Своя-то резина вообще хорошая. У него пробега практически нет в машине. Вот, но пришлось, потому видите, снег идет. Вот, друзья, идет снег. Все, мы поехали дальше, друзья. Поехали дальше. Это, друзья, мы едем тайга. Короче, сейчас вам покажу эту сторону. Деревьев мало. Вот так, друзья. Вечная мерзлота, как говорится. Летом только растает вроде все. Друзья, хочу рассказать про машину. Машина это, я уже говорил, гибрид. Здесь двигатель 1.6 турбо на 180 с чем-то или 190 лошадей. И силовая установка, куперизация что ли. Короче, электричество он вырабатывает. Здесь большие емкости стоят, наверное, этих аккумуляторов на днище. И вот он включается, всегда вместе едут они. Он заряжается все время на ходу и вместе включается. Общее получается 253 лошадей. Он тянет лучше, чем дизель. У меня дизель был 2.2, 202 лошадей, да? Но это тянет лучше. Это еще на эконом-режиме мы едем. Мы еще не пробовали там режим, как называется, когда под тебе настраивается машина. И есть режим спорт. Там, наверное, вообще капец просто. Мы на эко пока едем. Этого нам достаточно, друзья. Друзья, вот блин кончился. Хотел вам снег снять. Вы же не видели, наверное, снег, как идет. Вот. А он кончился. 2 минуты ждите. Заехали в Байкальский край. Как мне и рассказывали, дороги здесь просто неописуемые. Это капец просто. Это как будто вот корабль качается, когда шторм, блин. И вот так машину качает. Просто дороги все убитые, блин. Вот Амурскую область проехали, да? В конце только вот так было чуть-чуть, блин. Ну там дороги вообще идеально хорошие. А нам ехать до 4 еще километров 700. И вообще нет заправок. Вот в Амурской области каждые 10-15 километров, кстати, заправка. Там, если будете ехать, не беспокойтесь. Это Хабаровский край, Амурская область, Приморский, да? Все есть, абсолютно все. Много кафешек, кстати, много. Вот сюда заехали, едем, ни одной заправки, ни одной кафе. Какой тут деревни даже нету. У нас по плану завтра к вечеру доехать до Байкала. Если успеем посмотреть вечером, посмотрим, там искупаемся в этом горячих источниках. У нас впереди вот этот Байкальский округ, как-то не округ, край. Он небольшой, кстати, там километров 1000 всего, наверное, общая его протяженность, может даже меньше. А потом у нас идет Бурятия. Снег, Аллах шукр, здесь растаял. Тут же 2 дня назад люди ночевали на трассе. Здесь снег был капец, как по телевизору показывали. Поэтому же я одел вперед эти липуны, резину. Здесь интернета нет, ничего нет. Здесь какой интернет, друзья? Даже нету сотовой связи просто. Доброе утро, друзья. Угадайте, где мы едем. Это Абзелилский район. Шучу. Блин, Копья, Абзелилский район. Это, друзья, Забайкалье. Вообще интересно, вот до этого шли, да, там выше в горах. Шел снег, гололед. Спустились вниз. Нулевая, +1, 0. И все, снега нет, как будто это вообще другой мир, абсолютно. Одна заправка на 100 километров, друзья, если здесь будете ездить на Байкальском крае. Одна заправка на 100 километров. Вот у нас будет одна заправка через 100, но у нас хватит до Читы, а Чита у нас через 292, короче, через 300. Вот на данный момент, друзья, нам 1300 осталось до Байкала. Приедем мы сегодня ночью туда. Ну, по идее, это практически от Уфы до Москвы 1300 же. Вот как до Москвы доехать. Вчера мы прошли хорошо, друзья, 1600 мы прошли вчера. Смотрите, друзья, вот так кровать превращается, вот так. И вторая то же самое, видите,
Вот карнивал новый, вообще бомба просто. Вот он даже поднимается вот так. Как кровать просто превращается. Еще бы сюда маленький матрас какой-нибудь, вообще было бы идеально. Спать спокойно можно. Вот чем отличается карнивал от других машин. Друзья, мы едем сейчас в сторону Бурятии. Вот это получается после Читы одна равнина, и одни китайские машины. А оттуда что-то возит, отсюда что-то возит. Ну, оттуда металл, отсюда, наверное, лес туда, в Китай. Вот ты находишься, не знаю, не то в Башкирии, не то в Калмыкии, где-то. Вот степи, одни степи. В этом, где мы? Бурятии, заехали покушать местную кухню какие-то. Вот. Здесь одни степи и голые поля, друзья. Голые поля. Все, друзья, мы заказали кушать. Тихо разговариваю, потому что здесь очень много народу. Все что-то шумят. Заказали мы какие-то козы, суп местный. Все вам я покажу. Обошлось нам это все почти 2000 рублей. Но это все местная кухня, абсолютно местная. Ничего мы традиционного не заказали. Здесь, кстати, это юрты, деревянные юрты. Сейчас нам принесут тут как в этом KFC, заказываешь номерок, и сидишь, ждешь, тебе принесут. Можно заказать через прямо этот банкомат или постамат, как он называется. Друзья, это вообще капец. Мы сколько заказали? Смотрите, вот это шарбин, позы, суп. Вампира то же самое. Кофе. Вот это все на 2000. Я не знаю, как мы сидим. Я же не знал, что так много. Очень вкусный суп. Как наш татарский, башкирский. Друзья, этот суп называется бухлива. Вот это. Он у нас лишь. И, друзья, мы приступаем вот к этим блюдам. Это позы. Я же думал, как они пельмени. И взял столько, капец. Друзья, это же еще не все. Мы заказали вот еще вот это. Прикиньте. Это тоже с мясом. Все, друзья, всем приятного аппетита. Мы дальше поехали. Нас ждет сейчас горячие источники через 2 часа. Потом хотим остановиться на Байкале на ночь. Если заедем к Байкалу на машине прямо. Если не заедем, то на обзорную площадку уже придется ехать. Короче, друзья, мы так наелись, с Альфиром смеемся. Вот. Оказывается, позы-то большие. Я 7 штук взял, Альфиру 5. Он говорил 3 штуки, говорит, возьми мне. Я говорю, не, давай. Я себе хотел взять 10 штук. Одну так и не съел. Из 2 съел только мясо, потому что это все. Берите, я тоже половину только съел. Ну, очень вкусно, очень. Но если здесь будете, берите по чуть-чуть. Одного человека это 3 позы, салат и чай. Все хватит. Мы взяли суп. Этот как-то бухло какое-то. Альфер куриную лапшу взял. Ну и то огромное. А нам еще надо купаться. Как будем купаться, блин. Вот видите деревню, друзья. Тут вообще нет профнастила. Может, в одном доме вон там есть. Все крыши и шифер. Ограждение деревянное, штакетник или обычная доска. Люди живут очень бедно здесь, друзья, бедно. Но готовят очень вкусно. У них охота, да, у них леса много. Кстати, козины много держат. Нам осталось ехать до Улан-Удэ где-то километров 60. Там заправляемся. И дальше где-то 70 километров едем до деревни Илинка. Там горячие источники какие-то. Я вам покажу его. Я сам не знаю. Слышу, знаю, что там 41 или 42 градуса в этих источниках. И ты там плаваешь. Он работает до 10 вечера. Мы успеваем. У нас время только 6. Мы к 8 подъедем, нормально будет. Не так хорошо живут. Как, допустим, у нас в Башкортостане, Татарстане. Ну, рядом с нами даже все в областях хорошо живут. Даже Челябинская область, даже Оренбургская область. Очень красиво. Здесь Бурятия, друзья. Вот более-менее, это я вам показал. Более-менее деревню нормальную. А остальное здесь вообще капец разрушен. Был, наверное, райцентр, да, из-за этого. У них глина какая-то белая и песок. У них речки все сухие. Друзья, мы находимся в горячем источнике. Это, получается, деревня Илинка возле Байкала. 42 градуса и на открытом воздухе. Прикиньте, это горячий источник день и ночь, круглогодичный. Вот. Вход стоит 400 рублей человека. И вот мы с Альфиром заехали. Смотрите.
Я не знаю историю, но, скорее всего, вода выходит, как тут говорят, прямо из-под земли. Но, говорит, рекомендуем время 15-20 минут, иначе, говорит, зажаритесь. Очень жарко, прям. Классно, прям расслабляющий. Сейчас бы бутылка пива и спать. Но надо ехать дальше. Вот, друзья, деревня Илинка. Вот этот бассейн, источник. Вот горячий, открытый бассейн. Выходит в бассейн из-под земли 64 градуса. Его охлаждает до 40 градусов, до 41. Вот мы искупались, вообще прямо обалденно. Просто обалденно. О, кто проедет мимо, обязательно заезжайте сюда. Еще раз покажу. Горячий, открытый бассейн, вход в бассейн. Если напишите искупаться в горячем открытом бассейне, источнике возле Байкала, сразу же вам выдаст где. Вообще, блин, не пожалели, что заехали сюда. Тем более от основной трассы всего 3 минуты. То есть вы проезжаете через эту деревню все равно, а он ниже по этой деревне возле реки Селиген. Все, друзья, мы поехали дальше. Мы на Байкале. Байкал замерзший, друзья. Мы переночевали здесь, кое-как место нашли. Капец просто. Я покажу. Вот, друзья, Байкал. Блин, не повезло. Не порыбачим, ничего не сделаем. А я уже надеялся там хоть порыбачить пару часов. Спуститься вот сюда, через железную дорогу. Ну, главное, что я здесь был. Я здесь был. Это, друзья, поселок возле Байкала. Их очень много здесь поселков. Это вот один из самых больших, наверное, в который мы едем. Потому что магазинов много, школа большая. Но видно, что люди живут здесь так скромно, очень скромно. Но здесь уже хоть профнастил есть на домах. Сейчас мы едем по Байкалу. Скоро у нас по курсу через 1,5-2 часа Иркутск. И все, выдвигаемся на Красноярск. У нас остается полпути, друзья. Поэтому сегодня надо по максимуму, чтобы завтра ночью хотя бы приехать домой. Но опять же, не угадаем, все зависит от дороги. Где-то ремонт дороги, где-то там движение есть сильное. А движение всякое будет, потому что уже такие города крупные будут, как Красноярск, Новосибирск, Омск, Курган, Челябы. А мы прошли из крупных, это Улан-Удэ, Хабаровск. Ну и все, остальные мы рядом только обижали. А Чита вообще как Иглино. Маленький. Я больше после Байкала не снимал ничего, потому что, знаете почему? Рыбы там нормальной нет. Там, короче, коптили рыбы, омуль. Я посмотрел, это вот как мойва, наверное, а этот такая, блин, офигенная. Рынок там тоже ничего не было. Ну, то если мы даже не остановились, там никого не было. Потому что, наверное, не сезон. Байкал замерзший, рыбы не ловит. Вот старые рыбы, они коптят, замороженную. Толку нету, я посмотрел, мне не понравилось. У нас рыба лучше, кстати, продают. Везде, во всех магазинах. Потом мы заехали в Иркутскую область. Заехали, едем, один дождь идет, и нескончаемый этот Иркутская область. До Красноярска осталось всего 370 километров. А это Иркутск мы едем, капец просто, блин. Я думаю, и дороги будут получше. Здесь дорога. Вот я Забайкальский там край дороги. Блин, ну это здесь не лучше. Там было где Иркутск, да, нормальные дороги. А здесь вот в конце уже, где чем дальше от Иркутска, тем дороги хуже и хуже. Яма на яме. Проезжаем деревня, нигде газа нет. Вообще нигде газа нет. Все топят, то есть дровами. Прикиньте, как у нас же все время говорят, газ достояние страны. Или газ достояние каких-то определенных людей, я не знаю. Но точно не страны. Вот уже последний едем, где-то километров, наверное, 60-70, ни заправки. Ну ладно, пару кафе попало сейчас. Заправки вообще нет. В Забайкальском крае еще заправки лучше есть. Здесь нет. Ладно, мы заправились, и экономично идет машина, потому что гибридная. Вот, нам хватит в Красноярском крае, в любом месте заправимся. Но здесь нет. Так что, друзья, имейте в виду, как если будете ехать, вот последние, наверное, километров, пускай заправляйтесь, блин. Роснефти будет, сразу заправляйте, потому что нет заправок абсолютно. Вот, друзья, получается снег, и вот такая погода, хмурая. Вот дорога, весь в дырках, вот, смотрите, все в дырках. Владивосток, оттуда же мы начали перегон машины. Бензин 95-й стоил 80 рублей за литр. Потом мы заехали в Хабаровск.
Бензин стоил 83 рубля, 95-й. И при том, что-то я такие заправки в жизни не видел, не слышал. Потом заехали мы, Уссурийский край, где Тигры. Вот. А Уссурийская область, край говорю. Бензин стоил где-то 76, где-то 77, где-то 75, где-то 78. Заехали в этот Забайкалье. Бензин 82, 83, 84. И там заправляли только на литры. То есть ты не можешь там на 3,5 тысяч заправиться. Ты заправляешь, допустим, 35 литров, 40 литров. Потом мы заправляли Роснефти там же. Роснефть стоил уже 76 с чем-то в этом Забайкалье. Кстати, цены одинаковые Роснефти. 76 с чем-то, что Забайкалье, что Бурятия, что вот сейчас мы едем по Красноярскому краю. Тоже 76 с чем-то. Осталось до дома 2100 километров. Значит, мы проехали 5700. Сейчас Кемеровская область. Я еду по платной дороге. Платка, я не знаю, платка тут, потому что автобан 110 было. Альтер спит. Я спал ночью. Теперь я утром еду. Мы меняемся так каждые 2-3 часа. То есть днем-то побольше едем. А утром, потому что 2-3 часа у тебя начинает нос клевать. И все, ты засыпаешь. Поэтому надо чаще меняться, останавливаться, освежаться. Все это трасса, никто не знает, что. Я же сам бывший дальнобойщик, я много ездил. Но в Владивосток я, кстати, ни разу не ездил. И вот у меня, считай, могу сказать, когда домой приеду, что я объездил всю Россию вдоль и поперек. То есть Владивосток это край, оттуда и доехать до дома. А отсюда с Уфы я уже был и в Финляндии ездил на машине, когда дальнобойщиком был, туда, и в Белоруссии был, и, считай, в Сочи, везде, где только я не катался. Вот моя мечта сбывается, Аллаверса. Главное, что доехать до дома надо. Единственное, где я не был еще, наверное, Якутия, Камчатка. Но тут Вайт план покажет, и может туда съездим куда-нибудь и на Курилы посмотреть. Наша Россия же необъятная, большая, красивая. В каждых областях, краях, там, республиках, все своя красота. По дорогам скажу пока, что самые лучшие дороги, наверное, это в Приморском крае, это в Владивостоке. Самые лучшие пока, на данный момент. Амурская область вообще неплохая дорога. Бурятия нормальная дорога. Не понравилось мне Иркутск. Красноярский край. Все хвалили их дорогу. Нифига, яма на яме. Дорога убитая, капитальная. Вот пока миров я еду, я не знаю, это платно, не платно, потому что разрешено 110. Дорога хорошая, идеальная пока. Потом Забайкальский край так, средний. Есть в начале она вообще убитая, когда туда заезжаешь, и в конце убитая. А так посередине она более-менее. Ну там одни сопки, вот горы, не сопки, а горы, ты поднимаешься, спускаешься. У нас ведь, когда мы уезжали, уже все зелено было, то есть и здесь нигде, друзья, здесь снег еще везде лежит, снег. Нам сейчас по плану остановиться, принять душ, покушать. Считай, друзья, мы кушаем и едем. А что еще делать? Пока и по еде самая вкусная, самая лучшая еда, это получил в Бурятии. Это просто зачетная вкусная еда, это бурятская еда. Ну, везде по-своему хорошо кормят, это все зависит же еще от кафе. Но вот в Бурятии это просто их национальная еда. Плюс она более похожа на нашу татарскую, башкирскую. А в других кафе, ну, это все стандартное. Мы проезжаем Новосибирск. Река. Ой, хора, сколько рыбаков, Альфер? Хора. Офигеть, рыбаков много, друзья. А где я? Вон, смотрите. О, рыбаки. Рыбу ловят. Вот, друзья, на обе уже на удочку ловят. Я удочку не взял. Я думал, в Байкале порыбачу, там удочку куплю, но Байкал же замерзший был. Ну, опять же, не остановились бы, спешим домой. Устали, потому что столько не ехать. Какая там рыбалка нафиг. Да, ехать надо. Дома порыбачим. Я вот так еду, Альфер за рулем. Сиденье вот так прямо ложится. Вот. Здесь вот у нас массаж. Включаем. И папа. У меня теперь сиденье работает массаж.
Вот так я еду и кайфую. Альфер рулит. Вот. Вообще кайф. Остался, это еще 1600 километров. Друзья, заехали в Башкирию, Меглинский район. Все зеленое, как будто в другой мир попали. Оказывается, у нас весна, а там до сих пор зима. Снег идет. И вообще ничего зеленого нету. Вообще ничего зеленого нету, абсолютно. Как другой мир, друзья, другой мир. Поэтому говорят, солнечная Башкирия.